Ну а тему, которую мы будем обсуждать прямо сейчас, мне кажется, многих телезрителей заинтересует, потому что она близка каждому якутянину. Мы поговорим с вами сегодня о таких видах спорта, как хапсагай и масс-рестлинг. Сейчас масс-рестлинг культивируется более чем в 43 регионах Российской Федерации, в том числе и в Крыму. Существует Всероссийская Федерация масс-рестлинга, Международная Федерация масс-рестлинга, членами которой являются 33 страны, в том числе США, Великобритания, Швеция и многие другие. И многие другие сегодня у нас в гостях. Итак, давайте познакомимся с нашими гостями из солнечной Индии. Представитель Олимпийского комитета по белт-рестлингу, ответственный секретарь Федерации национальных традиционных видов борьбы Амар Мухтар Тамбали. Здравствуйте. Hello. И Паршвара Джеш Джаин, участник игр «Дети Азии» по масс-рестлингу. Hello. Hello. И Мария Шишигина, посол мира и переводчик, помощник в нашей сегодняшней беседе. Добрый день. Здравствуйте. Во-первых, добро пожаловать к нам в Якутию. И скажите, пожалуйста, впервые ли вы у нас в Якутии? Welcome to Yakutia, and is it your first time in Yakutia? Yeah, thank you. It's thank you. my second time here in Yakutia. Амар But it's Мухтар my уже fault. второй раз, и он первый раз приехал в Якутию. А каковы первые впечатления вот о... What is your first impression about Yakutia? Yakutia, the people out here, they are really good. They respect us. Which in India, it is not frequent. We first get to go be popular, and then we get that kind of respect. But in Yakutia, when I just entered the airport, there were people who were waiting for us and were standing for us and waiting for us, and they Yes. greeted us with flowers and all those stuff. Самое главное, это, конечно, люди, потому что в Индии нам нужно вначале стать популярным для того, чтобы все к тебе были доброжелательны. А здесь каждый улыбается, каждый готов помочь. И вот доброжелательность и гостеприимство – это главное, то, что бросилось в глаза нашему спортсмену. В доктрину развития спорта, утвержденную президентом России, включены 5 национальных видов, в том числе 3 якутских: масс-рестлинг, хапсагай, прыжки. Первые 2 вошли в программу игр «Дети Азии». Хочется верить, что они могут быть действительно включены даже в олимпийскую программу. Дорогие телезрители, интересно, но факт. В далекой и жаркой Индии вот уже 3-й год масс-рестлинг и хапсагай включены в школьную программу. И все это благодаря нашему гостю Амар Мухтар. Расскажите, как индийские дети восприняли якутские виды спорта? Can you tell how children from India take mass wrestling and hapsagai in India? When we started in 2011, our strategy was to popularize mass wrestling and Kapsagai in India. And India being a huge country, we had a big task. So when we plan to make it popular from the school sports. So we choose the school kids for first, the target for us. Can I So, translate? yeah. Yeah. С 2011 года мы стали популяризировать масс-рестлинг и хапсагай. Конечно, Индия – это очень большая страна с большим населением, но наша главная задача была его ввести в массы. И мы начали со школ. So as soon as we introduced mass wrestling, so it was 2013. We started in Maharashtra, one of the state in India, and now we have district competition, zonal competition, and state competition, which add up to more than more than 40 competitions every year in mass wrestling. И вот они начали в 2013 году, представили и уже усиленно стали его использовать. И это был первый регион Махараштра. И следующий уже шел регион за регионом. И сейчас уже практически по 40 соревнований они проводят в месяц. А скажите, что легче дается детям, хапсагай или масс-рестлинг? What is easier for them? It's mass wrestling or hapsagai? No, we have a lot of population, and we have 2 variations. So we have different choice. The students or the athletes who are more focused, they go for mass wrestling, and who are more focused on wrestling, they go for kapsagai. And both are excellent. Нас очень много, и говорят, что кто-то выбирает масс-рестлинг, кто-то выбирает... Перевод мы узнаем после рекламы. Небольшая реклама.
В эфире передача «Быстрее, выше, сильнее». И до ухода на рекламу мы разговаривали с нашими гостями из солнечной Индии. И мы задали такой вопрос. Как же ребята в Индии реагируют на такие виды спорта, как хапсагай и масс-рестлинг, и что же дается им легче? Ну, как он сказал, там огромное количество людей в Индии, поэтому те, кто занимается силовыми видами спорта, им это интересно, они больше идут в масс-рестлинг, а те, которые занимаются техническими видами спорта, борьбой, то они переходят на хапсагай. Еще у нас вопрос один уже к второму нашему гостю. Чем привлек этот спорт? Масс-рестлинг. Да. Why do you like mass wrestling? Why it's exactly mass wrestling? I selected mass wrestling because, as he said, we are the people who want to be powerful and they are into weightlifting and all those stuff. So they prefer mass wrestling than Kapsagai. So I was one of his students. So we used to practice all day and all those stuff, and I found this game really interesting. Так как он занимается уже силовым видом спорта, пауэрлифтингом, он, конечно, перешел на масс-рестлинг, ему это больше интересно. И он говорит, потом он уже понял, что это очень захватывающий вид спорта. Ну что ж, тема действительно очень интересная и великолепные гости. И пока мы вернемся в спортивную уже стезю и посмотрим репортаж Нургуяны Егоровой с места спортивных событий по стрельбе пулевой, дорогие друзья.